Владимир Юрьевич, добрый день. Рады были вас встретить вот на мероприятии, на которое пригласил Виталий Обедин сегодня с визитом Алексея Лапушкина. Добрый день со всеми прошедшими. И раз сегодня тема идет и на этом мероприятии шла про выборы, и в целом уже как бы повестка актуализировалась, хотелось бы узнать у вас ваши планы на 2023 год. Ну, если это Слухами земля полнится. Если это политические планы, они лаконичные и очень простые. Мое участие в выборной кампании единого дня голосования до 10 сентября будет предвыборная кампания, я буду в ней участвовать, независимо, какие органы власти, муниципальные, государственные, исполнительные органы власти. В любом случае, где-то участие я буду принимать. Ну, конкретно у вас тогда еще нет до Гордума или Тюмена, или даже выше? Нет, однозначно госсобрание. Сегодня закон, однозначно госсобрание, да. Сегодня закон позволяет принимать участие, пассивное право выборное у гражданина Российской Федерации. Хоть в исполнительную власть ты можешь выставить свою кандидатуру на главу города Якутска, на главу Республики Саха-Якутия, на другие органы исполнительной власти. Да? А представительные органы это в ЗАГС собрание, в данном случае у нас Государственное собрание Иль-Тумен, муниципальные органы власти, представительные органы это городская дума, другие муниципальные образования, это позволительно. Можешь идти как одномандатником, как самовыдвиженцам от партии, одномандатникам, вернее, от партии, так и по спискам. Я все возможные, позволяющие законно мне права, я буду использовать. А вот сейчас на встрече лидеров партии «Дело» прозвучала информация, что со своей стороны вы им оказываете поддержку в Якутии и в Якутске. Об этом можно подробнее? Вы стали членом их партии, да? Нет, я не член партии «Дело». Поддержка бывает моральная, бывает духовная, бывает материальная, разного рода. Поэтому если это поддержка в части того, что мы сотрудничаем вместе, да, такое есть, это я подтверждаю вам. А в будущем, когда мы будем дальше двигаться, там будет видно уже, в какой области я буду полезен для партии. В прошлом году, в 2022 году все об этом знают, и я подтверждаю, я выезжал в депутатские на выборы, в местный представительный орган и оказывал содействие партии в сборе подписей и так далее. То есть, если это вот та часть поддержки, какая сегодня говорил Виталий Обедин, она и существует и сейчас на данный момент. И последний вопрос, наверное, ваше, может быть, пока еще не предвыборное, но все-таки обращение к жителям республики и города Якутска. Во-первых, всех хочу поздравить со всеми прошедшими праздниками, воспользуюсь случаем. И Новый год, и Крещение сегодня, и вчера был сочельник крещенский, с Рождеством. Пожелать всем жителям республики, семьям особенно, здоровья, благополучия, гармонии в семьях, любви, и пускай достаток в наших домах будет. Что касается политической части республики, мы переживаем с вами, уважаемые жители республики, города Якутска, непростое время. И оно непростое время не в плане экономики или наших семейных бюджетов, или, может быть, в целом ситуации в стране, а, наверное, это в духовном плане. Те ценности, которые были раньше для нас очень важны и так далее, они ушли на второй план. Я хочу вас попросить, чтобы вы больше обращали внимание на себя, вокруг себя, близких своих, гармонизировали между собой отношения. Их очень мало осталось, таких искренних и простых. И мы сегодня настолько в напряжении находимся, и конечно, из-за общего фона в стране и в республике в частности. И это не дает нам с вами вместе быть в ладу, и это не дает той гармонии, которая у нас всегда была в республике. Поэтому я обращаюсь ко всем, надо это пережить. Этот год будет непростой, и гражданское общество, в частности, с исполнительными органами власти будут, конечно, тоже в напряжении, как это и было. Но всему тому есть причина, и мы с вами знаем, в чем причина. Я обращаюсь, чтобы мы исключили ее из наших с вами бытийных
ценности бытийной жизни. Я призываю к тому, чтобы мы в этом году более гармонично с друг другом обходились. Я призываю вас, чтобы мы друг другу миролюбие испытывали и терпение. Поэтому в наше непростое время, я думаю, вот именно в 2023 году мы с вами сделаем определенный выбор и будем с этим выбором с вами жить дальше, счастливо и долго. Это будет точно.